2014 елдың март айында Өфе қаласында Башқұрт художестволы кейде рассамдары 10-сы мәртебе йыйылды. Поскольку собрались все энтузиасты, делятся все. То есть это настолько заразительно, когда все так увлечены работой. Ну, с утра до вечера никто не уходит, пока не выгонят. Эпос геройлары өсөн кейид кейимдер эшләү турында бер төркем кейидсе рассамдар күптән хыяллана. Борынгы кейид Кобайырның мифик һәм фәлсәфи йөкмәткәһен ныграк аса ди отталар. Улар харык йөненнән кейид балаттар яки картиналар гына түгел, кейимдәр дә эшләп булуын өйрәнде. Современное видение лоскута. И там вот они представляли соединение лоскутного шитья с тем же самым войлоком, с теми же самыми пленками и даже с гербарием, вот засушенными травами. То есть текстильщики, лоскутники также ищут пути и выход навстречу текстильщикам, занимающимся с войлоком. И тут, вот, мне кажется, в скором времени не будет четкого разграничения между вот строгим направлением гобеленщики, лоскутники, войлочники, батикисты, да. А соединится все это, и каждый художник сможет себя выразить наибольшим, наиболее полным образом. И мне кажется, вот студенты худграфа здесь находятся в очень выигрышном положении, поскольку на своих занятиях они осваивают почти все приемы и способы обработки текстиля, декорирования текстиля. И мы также их ориентируем на то, чтобы они в своих дипломных работах не выбирали не только одно узкое направление, а как раз-таки пытались соединять различные варианты обработки текстиля. Ждем шедевров. Фәнни гамәли симпозиумның төп максаты башкорт халкының мәшһүр кобайыры Урал Батыр эпосының персонаждары өчен кейид киемдәр иҗат итү. Каждый семинар такой, он очень полезный. Мы всю неделю работали все мастера вместе. Это был такой обмен опытом. Словами даже не передать, какой это был обмен опытом. Очень был полезный. Урал Батыр эпосын башкорт халкының паспорты тиләр итеп шуга бетәһәлә күргән тиштер сит ил кешеләргә күрергә тиштер дип уйлыйм. Безнең ел һайын үткәрелгән региональ конкурслар страна батыров дип атала инде. Именно ул конкурс Урал Батыр эпосына арналган. Без ел һайын кемдер былтыр вот костюмдар тик-тик Урал Батыр эпосы буенча хәзер унда төрле номинациялар. Мына Уфала өйрәнеп кайткас, ойлатман эшләп, мин уйлыйм, быел хәтта шул конкурска киемдәрдә эшләргә булыр. Фәнни гамәли симпозиумның төп максаты башкорт халкының мәшһүр кобайыры Урал Батыр эпосы персонаждары өчен кейид киемдәр иҗат итү. Зәркун, йылан, Урал Батыр белән очрашканда, ул юха йыланга әйләнә алмай, башкорт халык иҗатында, авыр тел иҗатында йыланнарга арналган бик күп әйберләр бар. Ак йылан ул бик белән изге күстәрдән ханала, кара йылан, юха йылан, иң алама күстәрдән ханала бит инде, һәм уларның кара күстәрнең башында зәркун тора. Башкортстан художестволы кейеде яңа биеклектәргә күтәрелә. Из войлока получаются оригинальные сувениры, футляры для планшетов, чехлы для телефонов. В последнее время наметилась хорошая тенденция развития художественной обработки войлока в нашей республике. Художники и дизайнеры раскрывают новые грани этого благодатного материала.
Войлок, украшенный символическим орнаментом, успешно вливается в сувенирную отрасль Башкортостана. Используя передовые технологии, важно не потеряться в пестром ярмарочном многообразии современных тенденций, а сохранить национальную стилистику. Здесь чуткость рук очень важна и такое, творческое мышление все-таки очень важно, чтобы эта кукла, она не была просто, знаете, таким каким-то ширпотребом. Хотелось бы, чтобы это было очень выразительное и с одной стороны, очень лаконичное вещь. Здесь действительно очень кропотливая работа, и соединение деталей требует действительно здесь мастерства, какой-то четкости, аккуратности, которая требуется прямо на начальном этапе изготовления куклы. Если этого не соблюдать, то все действительно оно просто развалится. И не получится того, что хотелось. И еще такая особенность, войлок нельзя повторить. Вот. И это уникальность, с одной стороны, материала, но с другой стороны, некоторые неудобности. Штамповать его нельзя. Урал батырның атаһы Янбирде, әсәһе Янбикә башкорт халык ижадында абруйлы мифик заттар. Үлем барын белмәгән был иң тәүге гаиләнең яшәү дәртен, кыюлыгын, акылын кәйеф киемдәр аша сагылдыра рәссамдар. Раньше проводились конкурсы специально по Урал-Батыру. И внутри школы мы проводили конкурсы, как, скажем, городского уровня, так и республиканского уровня. Поэтому вся эта мифология, так скажем, она была прочитана, изучена не только преподавателями школы, но и даже учениками школы. Мы делаем сыну Урала костюм, Яику. У Яика очень противоречивый характер, поэтому мы решили выполнить свой костюм на контрастах, то есть контрасты темного и светлого, как бы противоборство добра и зла. И там бурные потоки, так как это река, и светлое, спокойное течение реки. Костюм героя вроде бы, и одновременно это же река. То есть соединение природного явления и соединение, опять-таки, человеческого, все в одно целое, где-то, конечно, требует какие-то усилия, какое-то воображение, так скажем. Я поняла, что из войлока можно сделать довольно-таки красивые и интересные оригинальные костюмы, не только валенки. Здесь, конечно, прежде всего идет образ. Вроде бы те же элементы одежды бытовые, и одновременно здесь образ вот этой вот реки. Получается очень живописно. То есть такие плавные переходы, очень тонкие, эластичные. Можно подогнать по размеру его, даже если он очень большой. Я не предполагала, что он настолько сложный. Все молчали, сидели, и никто не хотел брать мужской костюм. А так как я приехала впервые, и да, я возьму, я сделаю такой костюм. Но оказалось, это по технологии, по продолжительности времени очень долгий процесс. Много деталей, много частей. Костюм должен получиться был цельным. И вот мы сейчас пытаемся здесь вот это все соединить, все части в одно целое, в единое. Рәссам киевчеләр ил-йорттың тарихын сагылдырган киев картиналар иҗат итә. Улар бөтә республика буйлап йөреп, һәр ырыуга хас киев киемдәр бүләк итәргә уйлай. Чөнки бүген башкорт киеве ул Башкортстанның бренды, милли байлыгы.
Хорошую информацию дает словарь Каримовой, моей коллеги из института, где она перечисляет следующие виды войлока по цвету. Уахкаид, белая кашма, оласакаид, пестрая кашма, войлок с узорами. По составу тышлыкаид, кашма с нашитым паласом, текеметкаид, войлок из крашеной шерсти. По толщине колынкаид, толстая кашма. Надо полагать, в Бетубашке существовали и тонкие и средние толщины войлоки, не выделенные в словаре. По цели применения туркаиды, узкая длинная подстилка из войлока, добавим еще хикекаиды, иденгая, транкаид и так далее. Натуральный, он правдивый, скажем так, материал. В нем нет такой искусственности, какой-то вычурности, хотя он такой праздничный, легкий, он может быть любым. Я тоже на этом фоне поняла, насколько вот это, то, что вы создали, насколько оно несет национальный колорит, насколько оно несет вот это, оно пропитано все вот этим духом этой архаики, духом именно этого эпоса. Башкорт художестволы кейездәре Магнитогорский, Мәскәү, Санкт-Петербургтың музейларында бик күп тамашачыларның игътибарын яуланы. Выставлялись мы в Российском этнографическом музее. Там серый гранит и красный камень. Это так здорово смотрелось, сочеталось с нашими именно войлоками. Наше огромное полотнище 2 на 2 метра. Это такой фурор. Это до такой степени всех их восхитило. И, в общем, они даже прям с какой-то завистью. Вам, говорит, хорошо, у вас традиции, вы можете что-то показать. А мы же, говорит, учились где? Мы, говорит, все это опять с Запада брали. У нас нет коренных таких традиций. И поэтому такое вот впечатление, что как 2 разных мира встретились. Они подходили именно к нашим войлокам. Действительно, вот они вот с таким интересом все это рассматривали, расспрашивали. Мы отойти от своих работ не могли. Потому что нам приходилось все это объяснять, рассказывать. И фотографировались именно у наших войлоков. Халык кейит осталары менән бергә башлаган эшләрен рәссамнар күргәзмәләргә алып сыгырлык, йөкмәткеле, сифатлы итәргә омтыла. Был күренеш гыйльми тикшерүләргә, өйрәнүләргә, артабан үстерүгә һәм махсус дәүләт ярдәменә лаек.